Здравствуйте, дорогие зрители! Давайте поговорим о самом важном на сегодняшний момент, об историческом разговоре президента Трампа и президента Зеленского в овальном кабинете. Давайте попытаемся разобраться, что стоит за этим скандалом и каковы его последствия. Но перед этим я хочу поблагодарить канал Freedom Кавказ, который пригласил меня на этот разговор. И я попрошу зрителей поддержать этот канал, так как Freedom выполняет очень важную работу, и он нуждается в нашей общей с вами поддержке. А сейчас о главном, о скандале в Белом доме. Во время войны у всех есть проблемы. Даже у вас. Но у вас есть прекрасный океан, и вы сейчас этого не чувствуете, но почувствуете в будущем. Да благословит вас Бог. Вы этого не знаете. Да благословит вас Бог. Тебя. Да благословит тебя Бог. Не говори нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Не говори нам, что мы будем чувствовать. Я и не говорю. Потому что ты не в том положении, чтобы диктовать. Вот именно. Помни, что ты не в том положении. Ты не в том положении, чтобы диктовать, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо. Мы будем чувствовать себя очень сильными. Прямо сейчас у вас нет козырей. С нами у вас начнут появляться козыри. Играйте в карты. Прямо сейчас у вас нет ваших игральных карт. Вы играете. Вы ставите на кон жизни миллионов людей. Вы ставите на кон Третью мировую войну. Вы ставите на кон Третью мировую войну. В первые дни этого скандала сложно дать объективную оценку происходящему, потому что эмоции накалены до предела. А как говорили мудрецы в Древней Греции, чем больше мы чувствуем, тем меньше мы думаем. Именно поэтому, когда первоначальный накал страстей спадает, наступает самое подходящее время спокойно и взвешенно разобраться в сути происходящего. Безусловно, это исторический разговор является внешним проявлением столкновений двух совершенно разных политических культур. Дональд Трамп – это такой несистемный политик с бизнес-подходом к международным отношениям. Он рассматривает политику как такую череду сделок, где важно получить наибольшую выгоду. Для него дипломатия – это торг, это его стиль, о котором он много раз говорил и даже написал об этом книгу. Владимир Зеленский, напротив, представляет традиционную европейскую культуру политики, в котором на первом месте стоят ценности и идеалы, а не краткосрочная выгода. И 3 года войны только закалили его в приверженности к этим принципам, и он исходит не из логики сделки, а из логики защиты идеалов. Это фундаментальное расхождение в мировоззрении стало главной причиной этого скандала. Накопительный процесс этого расхождения начался давно, но кульминацию мы с вами видели в прямом эфире из овального кабинета Белого дома. И когда мы говорим об идеалах Зеленского и его готовности отстаивать принципы на любом, даже самом высоком уровне, неизбежно напрашивается историческая параллель. Вот давайте поговорим. Я приехал с вами решать этот вопрос. Я согласен с вами решать. Мы не равны с вами. Мы не равны с вами. Если даже вы не равны, мы должны это решить. Вот, Потому мы не что равны это с можно вами. решить этот вопрос. Садитесь. 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 Говорит, Николай, я таким тоном не сяду. Садитесь. Я не сяду. Нормальный тон. Давайте мы Садитесь. поговорим один на один. Нет, один на один мы не поговорим. Если тогда я вообще говорю. Садитесь, Я пожалуйста. не сяду. Это историческая параллель с чеченской делегацией во главе с президентом Зеленханом Индербиевым, когда он приехал в Кремль на переговоры с Борисом Ельциным. Тогда, если вы помните, Ельцин настаивал, чтобы чеченская делегация села за стол переговоров с чеченскими коллаборационистами, чтобы Москва могла выступить таким арбитром во внутричеченском конфликте. Выражение внутричеченский конфликт я беру в кавычки. Надеюсь, это понятно. Если бы Индербиев согласился на этот сценарий, Кремль бы переиграл чеченскую делегацию, легитимизировав марионеточное правительство, навязав свои условия. Однако политическая принципиальность чеченской делегации
оказалась непоколебимой, и в итоге уступить уже пришлось Ельцину. Этот случай демонстрирует, что для чеченцев и для украинцев мораль и идеалы – это не пустой звук. Мир любой ценой, особенно если он унизителен, неприемлем. Это не просто политическая позиция, это вопрос, если хотите, национальной идентичности. Мы также можем привести другие исторические параллели. Например, Шарль де Голль и Франция 40-х. После оккупации Франции нацистами де Голль отказался признавать капитуляцию Петена и заявил, что Франция продолжит борьбу, несмотря на военное поражение. Его принципиальность привела к созданию движения «Свободная Франция» и в конечном итоге восстановлению независимости страны. Также мы можем вспомнить Финляндию и маршала Маннергейма в 1939 году. Перед Зимней войной Советский Союз пытался навязать Финляндии мирное урегулирование, фактически требуя капитуляции. Финны отказались, даже понимая, что силы очень даже не равны. Они пошли на эту войну, но сумели отстоять независимость, пусть и ценой территориальных уступок. И, конечно же, здесь необходимо вспомнить Черчилля и битву за Британию, когда Великобритания осталась 1 на 1 против Германии. Многие в парламенте, в британском парламенте пытались найти компромисс с Гитлером. Но Черчилль ответил: мы никогда не сдадимся. Его решимость изменила ход Второй мировой войны. Все эти лидеры понимали, что есть вещи важнее тактического проигрыша. Это вопрос национальной чести, идентичности и долгосрочного будущего. Они знали, что мир любой ценой – это путь к поражению, а борьба за принципы ведет к настоящей победе. И поэтому Украина сегодня не идет на компромисс, который подрывает ее суверенитет. Зеленский, как Яндарбиев в свое время, как де Голль, как Черчилль, остается верен принципам, даже когда давление становится колоссальным. Это не просто политика, это вопрос, если хотите, выживания нации. Теперь вопрос, почему это наделало столько много шума? Это произошло потому, что она вскрыла более глубокий принципиальный конфликт. Трамп действует исходя из американской бизнес-традиции, где личный успех и личная выгода важнее всех системных принципов. Он отказывается опираться на опыт международной дипломатии, на исторический опыт и на опыт системы международной безопасности, а пытается диктовать условия так, как будто он ведет свой такой бизнес на переговорах о какой-то сделке. Зеленский же, напротив, для него это не бизнес, это не про бизнес, это не про сделку, это такая борьба за суверенитет, за принципы и ценности. В мировоззрении Зеленского мир любой ценой – это позиция слова, а независимость важнее абсолютно любых компромиссов. И поэтому эта встреча стала таким символом столкновения двух философий. Прагматизма, с одной стороны, ориентированного на прибыль, и идейности, основанной на жертвенности и стойкости. Безусловно, этот конфликт будет иметь далеко идущие последствия. Но главное, что он наглядно демонстрирует союзникам Украины, что переговоры с Трампом – это всегда такой жесткий торг, где нельзя рассчитывать на предсказуемость и соблюдение традиционных дипломатических норм. И, на мой взгляд, этот скандал войдет в историю не только как эпизод такого дипломатического противостояния, мне кажется, это второстепенно, но он в первую очередь войдет в историю как столкновение таких двух политических мировоззрений. Это такой диалог двух эпох. Старой международной системы, основанной на союзах, принципах и историческом опыте, и новой, более хаотичной, где преобладает логика и индивидуальных
выгод. Трамп, как представитель такого второго подхода, противостоял Зеленскому, который олицетворяет приверженность такой классической европейской дипломатии и таких классических европейских ценностей. Это не просто политический эпизод, на мой взгляд. Это такая лакмусовая бумага, которая показывает, в каком направлении движется современная международная политика. Но если быть более точнее, Трамп не является идеологическим политиком, в традиционном смысле. В отличие от многих президентов, он не развивался в рамках такой какой-то политической школы или какой-то политической системы и не придерживается строгой концепции международных отношений. Его взгляды основаны на бизнес-подходе. Любая сделка должна быть выгодной, а все остальное, что выходит за рамки краткосрочной выгоды, ему кажется это таким второстепенным. Из-за этого он вот в этих вопросах полагается на свое окружение. А вокруг него сложилось два противоположных лагеря. В его команде можно выделить таких два конкурирующих крыла или два конкурирующих подхода. Это рейганисты, они находятся в меньшинстве, их позиции в окружении Трампа такие, можно сказать, шаткие. Однако, несмотря на сложные политические реалии, они продолжают бороться. Это такие сторонники традиционного мирового порядка, основанного на союзах, международных институтах и поддержке демократических стран. Они рассматривают Украину как такой форпост свободы и остаются верны идеям, заложенным еще в период холодной войны. И вот такой характерный пример вот такой позиции. Это Гудзоновский институт, где должна была состояться встреча президента Зеленского с экспертным сообществом после подписания соглашения в Белом доме. Однако эту встречу по определенным причинам, как мы знаем, отменили. Но касательно этого Гудзоновского института, или Хадсон институт, как его называют, он является одним из наиболее последовательных сторонников Украины в Соединенных Штатах. Его эксперты активно критиковали президента Байдена за недостаточную помощь Украине, считая, что он не стремится к победе Украины, поскольку не знает, что дальше делать. Они считают, что Байден боялся поражения России, потому что этот прецедент создаст абсолютно новый геополитический расклад, который, учитывая усиление Китая, станет абсолютно непредсказуемым и таким крайне рискованным. Именно поэтому администрация Байдена склонялась к более осторожному сценарию и попытке сохранить статус-кво. Я хорошо знаком с Гудзоновским институтом, с Хадсон институтом, неоднократно был там и сотрудничаю с его экспертами. Его руководство посещало Киев летом прошлого года, и я могу с уверенностью сказать, что они искренне поддерживают Украину. Ярким представителем этой такой позиции является мой товарищ, ведущий научный сотрудник института Люк Кофик, которого министр иностранных дел Российской Федерации Лавров назвал главным русофобом Вашингтона и включил его в санкционный список Российской Федерации. Противоположный подход в окружении Трампа можно охарактеризовать так, как такую новую идеологию естественного отбора. Это такая радикальная концепция, которая пока еще окончательно не сформулировалась, точнее. Я знаком только с теоретическими трудами ее идеологов и вижу сложности ее практическом применении, что свидетельствует о том, что она все еще находится в стадии формирования и становления. Основной принцип этой доктрины заключается в том, что в международной политике должны действовать законы природы. Сильные страны выживают,
слабые уступают. Это крайне прагматичный, но одновременно циничный подход, который может привести к разрушению системы международной безопасности, которая уже существует многие десятилетия. И вот главным представителем вот такого лагеря в окружении Трампа является вице-президент Венс. Его взгляды во многом перекликаются с тем, как Путин воспринимает миропорядок. Путин также придерживается концепции, где международные отношения строятся по принципу силы. И мир делится между глобальными игроками, как это происходило на Ялтинской конференции в 1945 году, когда сильные мира перекраивали карту мира. Конкуренция этих двух подходов напрямую отражает политику Соединенных Штатов и в первую очередь отражает отношение к Украине. Одни считают поддержку Украины необходимой для сохранения стабильности, другие же рассматривают ситуацию исключительно через призму силы и выгоды. И если рассмотреть скандал в овальном кабинете Белого дома через вот эту призму того, что я сказал, то станет очевидным, что ключевую роль в этом скандале сыграл все-таки не Трамп, а вице-президент Венс. Именно он является идеологическим противником не только Украины, но и Европы в целом, а также традиционных европейских ценностей. Более того, если пересмотреть эту встречу без звука, я, кстати, часто так делаю, становится еще очевиднее, что Венс фактически выступал главным переговорщиком со стороны Соединенных Штатов. Его жесты, мимика и язык тела говорят о том, что он чувствовал себя хозяином положения, тогда как Трамп оставался скорее таким наблюдателем. Но в напряженной ситуации сложно полностью контролировать невербальные сигналы, и они часто выдают истинное распределение сил за закрытыми дверями. И вот важный момент заключается в том, что вице-президент Венс никогда открыто не декларировал свою идеологическую платформу. Его риторика сводилась скорее к выводам в сторону европейской демократической традиции, но концептуальных таких программных работ или программных документов он не публиковал. Это ставит перед нами интересный вызов. Как анализировать политическую доктрину, которая напрямую не выражена. Во времена Советского Союза доступ к информации был, как вы знаете, также крайне ограничен. Официальные документы были засекречены, идеологическая линия менялась за закрытыми дверями Политбюро, а публичные заявления часто были просто такой дымовой завесой. Тем не менее, аналитики научились читать между строк, анализируя такие косвенные улики. И этот метод помогал понимать внутренние процессы в Москве, в Кремле, даже когда информация была недоступна. Сейчас мы сталкиваемся с похожей ситуацией в Белом доме, где новая идеология только формируется, но остается не оформленная вот каких-то четких программных документов. И вот в отсутствии вот такой прозрачности нам остается анализировать публичные выступления, расстановку кадров, такие тактические заявления и общую логику принятия решений. И если раньше мы вот в такой ситуации отсутствия информации говорили о кремлинологии, таком направлении, аналитическом направлении, то теперь, изучая новую идеологию администрации Трампа, мы можем говорить о белонологии, то есть методе анализа скрытых процессов через косвенные признаки в Белом доме. И здесь мы также можем привести исторические параллели, когда отсутствие деклараций говорили больше, чем
заявления. И когда, к примеру, Мао Цзэдун разрабатывал свою политику, он не сразу сформировал ее в виде теоретического труда, то по кадровым чисткам, публичным кампаниям, например, как «Большой скачок» и выступлениями партийных чиновников можно было понять, куда движется Китай. Также мы можем сказать и про Путина. До 2007 года, до его знаменитой мюнхенской речи, он не сформулировал свою антизападную повестку в явном виде. Однако по его кадровым назначениям, изменениям в политике средств массовой информации и внешней политики можно было понять, куда он движется. И в этом контексте мы можем попытаться проанализировать формирующуюся политику Венса и формирующую политику Белого дома, основываясь на таких косвенных признаках формирующейся новой идеологии, когда она официально еще не сформулирована и не озвучена. Именно поэтому анализ скрытых процессов в Белом доме становится не просто таким интересным интеллектуальным упражнением, а я бы сказал, таким необходимым инструментом для понимания будущего мировой политики. И в этом контексте особенно применительно к анализу лидеров авторитарных государств мы должны, наверное, вспомнить Центр анализа личности и политического поведения Центрального разведывательного управления США, который сыграл ключевую роль в разработке психологических моделей поведения мировых лидеров. Ведущей фигурой этого направления был доктор Джеральд Пост, один из наиболее влиятельных аналитиков в американском разведывательном сообществе, чьи идеи до сих пор используются в политическом анализе. Доктор Джеральд Пост, который скончался в 2020 году, был новатором в применении психологии для анализа иностранных лидеров. Он активно использовал психологические и культурные данные, чтобы предсказать поведение авторитарных правителей. Его анализы часто играли ключевую роль в разработке внешнеполитических стратегий Соединенных Штатов Америки, особенно во время критических событий. Вот, к примеру, таких как саммит в Кэмп-Дэвиде в 1978 году между Джимми Картером, премьер-министром Израиля, и президентом Египта Анваром Садатом. Пост также был известным своим исследователем иракского лидера Саддама Хусейна во время кувейтского кризиса в 1990 году. Особенно важным аспектом работы Поста было то, что он не встречался лично с лидерами, которых анализировал. Это как раз и подчеркивает важность изучения открытых источников, исторических и культурных данных для понимания психологии лидеров. И вот его выводы нередко становились основой для стратегических решений на самом высоком уровне, включая рекомендации американским президентам по ведению переговоров и взаимодействию с теми, кого считали американцы своими противниками. И вот одним из ярких примеров работы Поста был анализ иракского лидера Аятолла Хамени в 1972 году. Пост столкнулся с трудной задачей понять религиозного лидера Ирана, чье мировоззрение было глубоко укоренено в шиитской традиции, на тот момент абсолютно мало известной на Западе. Большинство американцев того времени абсолютно не имели представления о шиизме и о влиянии шиизма на поведение Ирана. Пост и его команда изучали исторические религиозные речи Хамени, что позволило предсказать его дальнейшие шаги. Например, в речах Хамени часто были ссылки на ранние исламские истории, такие как, например, битва на Джафе
в VII веке, и пост по вот этим ссылкам, по этим референсам смог предвидеть поведение Хамини в его долгосрочной перспективах. И вот таким сходным же образом пост изучал также и Саддама Хусейна, и он отмечал, что Саддам не был безумным, он, как его изображали западные средства массовой информации, а Саддам исходил из своей личной логики, личного понимания власти. И вот это все вот личное понимание отражалось на его дальнейших шагах и объяснение в его такой жестокости. И вот понимание таких процессов Саддама Хусейна помогало предсказать его кажущееся иррациональное поведение по западным стандартам. Этот подход оказал значительное понимание на того, как анализировать лидеров авторитарных режимов. И вот такое безумие лидеров часто заключается не в их психологической нестабильности, а в том, что их поведение не укладывается в привычные западные стандарты. И чтобы действительно понять таких лидеров, необходимо учитывать культурные и исторические контексты, в которых они выросли и которые формировали их мировоззрение. И вот методы Джеррилла Поста могут быть применимы и к нашей попытке разобраться в идеологической природе нового руководства Белого дома. В таких случаях важным инструментом является анализ референтных фигур, то есть людей и идей, на которых опираются политики. И вот если посмотреть на выступления и посты вице-президента Венса, мы увидим, что помимо Дональда Трампа, который сам по себе не имеет четко сформулированной идеологии, потому что Трамп это все-таки про бизнес, а не про идею, Венс открыто называл Кертиса Ярвина одной из ключевых фигур, повлиявших на его взгляды. Кто такой Кертис Ярвин? Кертис Ярвин – это такой нереакционный блогер и бывший программист. Он известен своими рассуждениями о связи между расой и IQ, и интеллектом. Он призывал установление диктатуры в США, а также он известен тем, что говорил о том, что террористический акт Брейвика, который он совершил в Осло, в Норвегии, был неэффективный, потому что число жертв Брейвика не достигло трехзначной отметки. Кертис Ярвин вместе с Ником Лэндом, они стали одними из основателей антидемократического философского движения «Темное просвещение». В 2008 году Ярвин сформулировал основные принципы этого движения, а Лэнд уже расширил его и впервые использовал такой термин, новый термин «темное просвещение» в своем одноименном эссе. Суть этой концепции, она радикальна. Демократия и свобода несовместимы. Современное общество неизбежно склоняется к авторитаризму. Демократия тяготеет к фашизму. Вот что утверждает и пишет Ярвин. Долгое время идеи Ярвина и Лэнда оставались на периферии, считаясь частью крайне правых интеллектуальных спекуляций. Однако в последние годы они начали проникать в самые высокие политические круги Соединенных Штатов Америки. И вот сегодня не только Венс, но и ряд ключевых фигур правого фланга, крайне правого фланга американской политики выражали и продолжают выражать свое восхищение Ярвином и его взглядом. К примеру, вот такой миллиардер Питер Тиль, сооснователь PayPal, называл Ярвина своей самой важной связью. Стив Беннон, бывший главный стратег Белого дома при первом сроке Трампа, открыто восхищался и восхищается идеями Ярвина. Майкл Энтон, директор Государственного департамента планирования
политики Соединенных Штатов Америки уже вот в сегодняшней администрации Трампа, также высоко ценит идеи Ярвина. Журнал «Политика» сообщал, что на инаугурации Трампа в этом году Ярвин был неофициальным почетным гостем, что говорит о его огромном влиянии в лагере крайних правых республиканцев. Еще несколько лет назад в Соединенных Штатах было принято не воспринимать идеи Ярвина всерьез, считая их такими экспериментами радикальных интеллектуалов. Однако теперь, когда второе лицо в самом могущественном государстве мира открыто ссылается на эту философию, мы видим, что эти идеи трансформируются в реальные политические решения. И скандал, разразившийся вот недавно в Белом доме, может оказаться не просто таким локальным эпизодом, а сигналом глубокой трансформации международной политики. И если новая администрация Трампа, действительно начнет реализовывать принципы темного просвещения на практике, это может радикально изменить баланс сил в мире. И тогда ключевой вопрос будет заключаться не в том, сможет ли демократический мир противостоять этой новой идеологии, а в том, успеет ли он осознать масштабы перемен, прежде чем станет слишком поздно. И в завершении нашего разговора я хотел бы упомянуть о культурологической экспертизе политических процессов, над которыми я работаю вместе со своими японскими коллегами из Токийского университета. К сожалению, это направление пока недооценено, хотя его значение в анализе международных отношений невозможно переоценить. И вот ярким примером этой недооценки является позиция западных академических кругов в отношении постсоветского пространства. Сюзан Смит-Питер, профессор российской истории в городском университете Нью-Йорка, указывает на то, что до начала полномасштабной военной операции в Украине, в американских интеллектуальных кругах, преобладало представление, что все народы бывшей Российской империи русские. Этот стереотип во многом был заложен работами, трудами Василия Ключевского, одного из основателей российской историографии, который в своих работах отрицал существование украинской идентичности как самостоятельного явления. И в результате его идеи, которые были сформированы еще в начале 20 века, глубоко укоренились в американской научной среде и оставались практически неизменными до начала войны 2022 года. Это напрямую повлияло на политические оценки и стратегические решения Вашингтона. И когда Россия начала полномасштабное вторжение, в Белом доме долго занимали выжидательную позицию, поскольку полагали, что украинцы не окажут серьезного сопротивления, так как они эти братские народы с русскими, а скорее смирятся с навязанными братскими отношениями с Россией. Однако эта оценка была основана на устаревших исторических нарративах, а не на реальном понимании украинской культуры, украинского менталитета и украинской политической идентичности. И если бы к анализу привлекли культурологов, которые бы объяснили бы, что украинцы и русские это совершенно два разных народа с разной историей, с разными ценностями и с абсолютно разным мировоззрением, то США, возможно, начали бы активно поддерживать Украину с первых дней. И тогда стратегическая ситуация сложилась бы совершенно иначе. И исторические примеры такой недооценки культурологического фактора в недавнем прошлом достаточно много. Допустим, возьмем Вьетнамскую войну.
США, вторгнувшиеся в Вьетнам, полагали, что Северный Вьетнам воюет по коммунистическим догмам, в то время как для вьетнамцев это была прежде всего национально-освободительная борьба. Американская политика основывалась на представлениях о таком геополитическом домино, но игнорировала культурные и исторические реалии вьетнамцев. Другой пример – это вот такая арабская весна совершенно недавно, в 2011 году. Западные страны активно поддержали массовые протесты в арабском мире, полагая, что демократию по западному образцу можно легко привить в арабском мире. Однако они не учли глубокие традиции национальной и религиозной идентичности, что привело к нестабильности, гражданским войнам и усилению радикальных группировок. И такой классический пример, тоже совершенно недавний, это вторжение в Афганистан. США рассчитывали построить государство западного образца, но не учли, что афганское общество строится на совершенно иных принципах. Это местные общины, племенные связи и традиционная власть религиозных лидеров. Итог – 20 лет войны и возвращение талибов. Это примеры показывают, что игнорирование культурных и исторических факторов может привести к катастрофическим стратегическим ошибкам. И политика – это не только дипломатия и не только военная стратегия, но и глубокое понимание общества, понимание ценностей и ментальных кодов. И в этом контексте культурология может и должна стать полноценным инструментом анализа международных отношений, помогая государствам избегать фатальных заблуждений и принимать более точные решения. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что было вам интересно.